Абхазии. Под одной крышей собраны как мэтры общественной деятельности, так и молодые организации. Наши проекты – это сложная и кропотливая работа, направленная на улучшение жизни в Абхазии и на развитие гражданского сектора. Сегодня на самом деле очень приятное мероприятие. Это общественная инициатива гражданского общества, которая всегда во всем мире она прогрессивна. И поэтому здесь самые активные представители этого гражданского общества. Такую огромную большую работу проводят общественные организации Абхазии, которые, к сожалению, так получается, что они, может быть, больше сделали бы, если бы государство тоже в какой-то части участвовало. Но есть такие международные организации, они, понимая наши возможности, идут нам навстречу, за что я лично им очень благодарна. Сегодня здесь представлены организации, которые на протяжении многих лет занимались формированием, развитием гражданского общества. И, конечно, гражданское общество Абхазии не ограничивается теми организациями, которые здесь представлены. Их намного больше. И сегодня, к сожалению, у нас тоже есть вызовы. Вот уже последние 10 лет, наверное, все время висит как дамоклов меч над нами поправки к закону о некоммерческих организациях, поправки об иностранных агентах, которые ни в коем случае нельзя принимать, потому что мы видим, какой опыт в других странах. Да? Мы видим, что в Южной Осетии, к примеру, эти поправки, которые были приняты, погубили гражданское общество. Мы должны как-то вместе обсуждать, бороться за то, чтобы возможность участвовать в развитии государства у нас сохранялась. Мне кажется, это мероприятие показывает, что гражданское общество прозрачно, мы информируем, мы готовы к сотрудничеству в разных сферах. И те, кто действительно интересуется, да, чем живет гражданское общество, чем живут общественные организации, у них есть эта возможность, в том числе благодаря вот таким мероприятиям, которые, наверное, должны проходить чаще. Начало перемен вокруг нас, потому что каждая организация, каждый человек, который становится на эту стезю, действительно стремится сделать эту жизнь лучше. Вместе мы сила. Я уверена, что если бы все бенефициары всех наших проектов собрались бы здесь, наверное, не хватило половины города. А нас действительно много. И мы тут, вот, когда организовывали эту выставку, пережили удивительный момент. Вот по музею, праздник ожидания праздника. Мы поняли, что вот это ощущение того, что мы в творческом процессе, что мы вместе, что мы чувствуем рядом плечо единомышленника, человека, который всегда поддерживает, будет рядом, это здорово, потому что желание помогать – это человеческая потребность, очень важная человеческая потребность. Помогать и делать жизнь лучше. И дело всех этих организаций, которые здесь, есть здесь старые организации, ровесники Победы, есть организации помоложе, но все устремлены в будущее, чтобы оно было достойным, и чтобы мы были достойны этого светлого будущего. Спасибо. На самом деле такого рода мероприятия имеют огромное значение, так как это возможность увидеть, какую огромную роль играют общественные организации в жизни общества, какое огромное количество социальных важных проектов они реализуют. Сегодня представлена всего лишь малая часть этих проектов, но есть возможность познакомиться с представителями общественных организаций, с их проектами и деятельностью. Как представитель общественной организации, на сегодняшний день госслужащий, не могу не сказать о важности взаимодействия государственных органов и общественных организаций. На самом деле важно понимать, что общественная организация ни в коем случае не может подменить государственный орган, деятельность государственных организаций.
общественные организации, они в поддержку государству, и только они могут показать нужды определенных социальных групп, нужды и чаяния граждан. Поэтому очень важно взаимодействовать, сотрудничать. На мой взгляд, одна из важных внутренних задач гражданских организаций Абхазии – это вырастить новое поколение. И важно подчеркнуть, что несмотря на нестабильность финансирования деятельности гражданских общественных организаций, всегда сюда шли молодые, образованные люди с широким кругозором, с правильными ценностями. Об этом свидетельствует и та молодежь, которая сегодня здесь присутствует и представляет свои проекты, представляет общественные организации. Завершая свою речь, хочу сказать о том, что выразить свое пожелание, чтобы такого рода выставки общественных инициатив они стали ежегодными. А всем участникам хочу пожелать удачи и как можно больше социально значимых проектов. Спасибо огромное.